Вероятно, вы уже догадались, что нужно полностью отключить звук на ваших мобильных устройствах. Обратите внимание, что свет экрана также мешает зрителям и артистам. При этом вы можете осуществить фото и видеосъемку, предварительно убавив яркость. Спасибо за внимание. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан завершает 4-й зимний фестиваль, который проходит под знаком 150-летия великого композитора, пианиста и философа Александра Николаевича Скрябина.
Программа посвящена памяти основателя, художественного руководителя, первого дирижера Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народного артиста Башкортостана Тагира Таузяховича Камалова. Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы завершаем наш 4-й большой зимний фестиваль, который посвящен, как я уже говорил, 150-летию со дня рождения великого композитора Александра Скрябина. И это закрытие фестиваля особенно значимо для нас, потому что, как вы уже услышали, посвящаем конкретно сегодняшний концерт закрытием и памяти выдающегося башкирского музыканта, дирижера и музыкально-общественного деятеля Тагира Таузяховича Камалова, который является основателем Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Говорить о его таланте, о его достижениях можно очень долго, и о нем можно очень много прочитать статей, информации в интернете. Но я бы хотел остановиться на фактах, которые лично для меня, как для практикующего дирижера, являются поистине уникальными. Дело в том, что создать с нуля в городе оркестр, причем в городе, в котором уже есть оперный театр, это совершенно невообразимая и практически неподъемная идея, и я это знаю по себе. Если разговаривать с главами концертных организаций или с руководителями, скажем так, с руководителями городов, то, как правило, говорят, ну зачем нам оркестр, ведь у нас уже есть оперный театр. И действительно, оперный театр — это прекрасно. Я сам дирижировал более 60 разных оперных названий, всю жизнь работаю с оперой. Но не стоит забывать, что если, например, говорить о Чайковском, оперная и балетная музыка — это только 15-20% того, что создал Чайковский. Если говорить о Моцарте, оперы Моцарта — это максимум 5% от того, что написал Моцарт. Если говорить о Бетховене, оперное творчество Бетховена — это менее 1% написанных им шедевров музыки. Шуберт, может быть, 0,2% в его творчестве занимает опера. То есть огромный пласт музыки остается неосвещенным. Причем, как правило, это духовная, симфоническая музыка, то есть музыка, конкретно призванная к духовно-нравственному воспитанию населения. И когда ты говоришь об этом руководителям, скажем, концертных организаций и городов, это очень трудно, потому что оркестр, госоркестр, это как и инвестиции в науку, он не может приносить деньги. Это то, что государство вкладывает в население, неся красоту. Так вот, без государственной поддержки поначалу Тагиру Таузяховичу в 1992 году удалось основать этот оркестр. Я просто представляю себя, если бы я приехал в какой-то город, вот так, без поддержки, найти спонсоров на своей собственной спине, благодаря своему собственному финансированию, держать несколько лет оркестр, это нечто такое, за что людям ставят памятники. И только спустя несколько лет оркестр постепенно начал обретать уже государственное финансирование, очень постепенно. То есть это абсолютно подвижнический труд и факт, который лично у меня не укладывается в голове, и я в данном случае, как перед музыкально-общественным деятелем, перед Тагиром Таузяховичем, искренне преклоняюсь. Второй же момент. К сожалению, я не был так подробно знаком с Тагиром Таузяховичем. Мы буквально только виделись несколько раз, но тем не менее я могу судить так же, как я сужу, скажем, о Рикардо Мутти, о Клаудио Аббадо, о Герберте фон Караяне, с которыми я не был знаком, но я слышал много их записей, я знаю их творчество. Я слушал практически все, что в нашем доступе, те записи, которые оставил Тагир Таузяхович, и, условно говоря, филармонический репертуар, музыку Чайковского, Скрябина, кстати, он исполнял первым здесь поэму «Экстаза», Брамса, многих других композиторов, антологию
антологию башкирской классики. Кстати, благодаря Тагиру Таузяховичу многие сочинения башкирских академических авторов в принципе появились. И вот тот абонемент магистральный, который у нас сейчас есть, «Золотые страницы башкирской классики», многие сочинения, скажем, Мурада Ахметова, которые мы исполняем, вообще писались в содружестве композитора с Тагиром Камаловым. Вот переслушав все эти записи, я могу сказать, что все интерпретации Тагира Камалова – это поистине интерпретации зрелого мастера, причем он был таковым уже в 30 с чем-то лет, в 30, может быть, 5 лет, примерно, когда основывался этот оркестр, когда он записывал эту музыку. Это выношенные интерпретации большого музыканта. Поэтому, конечно, память об этом человеке, я уверен, будет всегда храниться конкретно в Национальном симфоническом оркестре и во всей республике. Безусловно, больше любых слов может сказать музыка о светлой памяти. И сегодня выступят два человека, две солистки нашего оркестра, которые работали с Тагиром Камаловым, ну, не с самого начала, но, скажем так, с первых лет создания оркестра, то есть они очень долго и плодотворно с ним сотрудничали. И когда встал вопрос о том, что две наших солистки хотят на фестивале исполнить свои произведения, я сразу спросил, когда они хотят это сделать, на открытии или в середине фестиваля. И они сразу сказали, что самым лучшим вариантом было бы исполнить эти сочинения и посвятить их светлой памяти Тагира Камалова. И вот открывает наше первое отделение сочинение Андрея Эшпая, выдающегося советского композитора. Он жил с 1925 по 2015 годы, прожил 90 лет. В 1944 году он добровольцем ушел на Первый Белорусский фронт, он прошел войну, и, безусловно, не только военные события, но очень многие трагические события отражены в его концерте. Это довольно напряженная поначалу музыка, которая, однако, в конце звучит как просветление. Мне кажется, что эта музыка, это первое сочинение. Второе тоже будет являться светлой памятью, но в каком-то другом, может быть, ракурсе. Это сочинение, безусловно, идеально говорит о памяти, о трагически безвременно скончавшегося большого музыканта. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Андрей Эшпай, концерт для альта с оркестром, это будет премьера в Уфе, солистка, народная артистка Республики Башкортостан, солистка Национального симфонического оркестра Айгуль Муратова.
Если концерт Эшпая можно назвать трагической, скорее, элегией, это такое довольно грустное воспоминание, то сочинение, которое сейчас прозвучит, это взгляд тоже на светлую память, но с другой стороны. Будет исполнен концерт для скрипки с оркестром в 3 частях Самуэля Барбера, американского композитора. Этот композитор уникален тем, что он очень много написал медленной музыки, как раз которая символизирует либо воспоминания, либо просто что-то светлое в жизни. Вот здесь даже первая часть, не только вторая, но и первая, в целом по характеру напоминает медленную лирическую элегию. Самуэль Барбер, концерт в 3 частях для скрипки с оркестром. Большая просьба не аплодировать между частями произведения. Солистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан Светлана Воронина, солистка оркестра.
Дамы и господа, антракт 15 минут.
Немножко подождем, пока все рассядутся. Сегодня во втором отделении мы завершаем наш 4-й, уже по счету, большой зимний фестиваль, посвященный творчеству Александра Скрябина, и прозвучит его шедевр «Третья симфония». Когда Скрябину было 30-31 год, в 1903 году он смог наконец оставить место профессора консерватории, преподавательскую деятельность оставить, потому что с ним заключил очень выгодный, как казалось сначала, контракт знаменитый меценат Митрофан Беляев, который издавал сочинения Скрябина и за это платил ему постоянно определенную субсидию, которой Скрябину хватало на жизнь. Но вот спустя год, в 1904 году, оказалось, что они недопоняли друг друга. Дело в том, что ежемесячно Скрябин получал чуть-чуть больше денег, чем было прописано в контракте, и он был в полной уверенности, что это с барского плеча Беляев так поступает, поскольку он очень любит Скрябина. Но Беляев выставил ему счет в самом начале лета 1904 года, что Скрябин задолжал Беляеву 30 новых фортепианных пьес, которые Скрябин должен был в короткий срок написать, потому что деньги за них, как выяснилось, он уже получил, и, естественно, не только получил, но еще и потратил. И несмотря на то, что у Скрябина был уже замысел вот этого колоссального сочинения, совершенно нового, это начало поистине философских концепций в его музыке, Скрябин вынужден был писать очень много сторонних, скажем так, сочинений. Но несмотря на это, в течение лета, хоть замысел этот и не оформился в партитуре, на бумаге, этот замысел Третьей симфонии созрел в голове Скрябина, и он даже сыграл ее в кругу композиторов. Вот что он пишет. «Вчера вечером исполнил, наконец, на рояле свою симфонию перед сонмом петербургских композиторов, и, о удивление, Глазунов в восторге. Римский-Корсаков очень благосклонен. За ужином подняли даже вопрос о том, что хорошо бы Никиша, это великий дирижер, заставить исполнить ее. Я рад из-за Беляева, который теперь будет издавать ее с удовольствием». Видимо, к тому времени они уже помирились. Третья симфония знаменует наивысший расцвет в творчестве Скрябина. Здесь мы видим окончательный отход от отчаяния к позитиву. Раньше мы это могли наблюдать в рамках одного сочинения, скажем, второй симфонии, где Скрябин шел от отчаяния к победе, от мрака к свету, как Бетховен. Здесь же окончательно утверждаются философские идеалы Скрябина. То есть не только композиторское мастерство удивительное, непостижимое, я подчеркиваю, это для 30-летнего возраста. То есть если учесть, что Скрябин это написал в 30 лет, то надо сказать, что он равен Шуберту, потому что это действительно шедевр. Но самое главное, Скрябин утверждает здесь свои философские концепции. Я еще ни разу об этом не говорил, и это, конечно, тема для отдельной лекции, но я попытаюсь буквально в 2 словах осветить главную нить, зерно того, чем увлекался Скрябин: мировыми религиями, философскими учениями. Вот в традиционных религиях существует понятие тела и душа. Это довольно понятно. У нас есть тело, у нас есть душа. Вот в философской концепции Скрябина существует не тело и душа, а другими словами то же самое называется низшая природа человека, инстинктивная, которая хочет забирать, наживаться, какими-то пороками она обладает, эта инстинктивная природа, живет материальным. И также существует в человеке высшая природа, то есть божественное я, погребенное под слоем материализма. То, о чем когда-то писал Сократ на Дельфийском храме: познай самого себя, и ты познаешь Вселенную. То есть познай вот эту искру божественного, которая есть в тебе. Искра божественного, которая тянет нас вверх, к божественному миру, заставляет нас развивать в себе добродетель, то есть заставляет человека работать над собой и понимать, что живет он какие-то 10, 15, 50, 100 и так далее лет, а душа бессмертна, и ей еще продолжать жить может быть миллионы, а может быть миллиарды лет. И вот Скрябин в своей музыке хотел, у него была такая утопия, создать мистерию, которая благодаря прослушиванию своего рода храмового действа, которая бы вытащила вот эту искру божественную в человеке, и человек стал бы тянуться к свету. Вот я это говорю для того, чтобы вы сейчас лучше поняли программу симфонии, которую я зачитаю. Эту программу написала возлюбленная Скрябина Татьяна Шлёцер, которая очень уважала его философские искания, и Скрябин эту программу затем одобрил. Вот если представить, что человек разделен на 2 половинки, но это в принципе каждый может понять, иногда нас тянет к плохим деяниям, к какой-то наживе, иногда человек становится альтруистом и демонстрирует самые лучшие добродетели. Это, собственно, золотая нить любой религии. Вот какова программа Третьей симфонии, в которой 3 части и которая называется «Божественная поэма».
Божественная поэма представляет развитие человеческого духа, то есть вот этой искры божественной, который, оторвавшись от прошлого, преодолевает и не спровергает это прошлое и приходит к упоительному и радостному утверждению свободы и своего единства со Вселенной, утверждению своего божественного «Я». Можно было бы перевести утверждению своей души, а не тела. Первая часть называется «борение» или «борьба». Борьба между человеком-рабом и человеком могучим, свободным, человеком-духом. Последний, то есть человек-дух, как будто торжествует, но пока только разум поднимается до утверждения божественного «Я», тогда как личная воля, еще слишком слабая, готова впасть в искушение. То есть тоже понятно, человек мыслит хорошо, мыслит позитивно, но пока оковы материального не дают ему стать позитивным во всех областях жизни, в своих мыслях, в своих чувствах и в своих действиях. Вторая часть – наслаждение. Человек отдается радостям чувственного мира. Наслаждения опьяняют и убаюкивают его, он поглощен ими. Его личность растворяется в природе. И тогда-то из глубины его существа поднимается сознание возвышенного, которое помогает ему преодолеть пассивное состояние своего человеческого «я», то есть начало возрождения, самопознания. И третья часть – божественная игра. Дух освобожденный, наконец, от всех уз, связывающих его с прошлым, исполненным покорности перед высшей силой, дух, производящий Вселенную одной лишь властью своей творческой воли и сознающий себя единым с этой Вселенной, отдается возвышенной радости, свободной деятельности, божественной игре. Вот это оригинальная программа симфонии, она была напечатана, и она, вероятно, помогает уловить концепцию Скрябина, потому что третья симфония, она не только знаменует расцвет, но является уже абсолютно зрелым с философской точки зрения, с утверждения философских жизненных идей Скрябина произведением. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Александр Скрябин, симфония номер 3 в 3 частях. Уфимская премьера, которую мы посвящаем светлой памяти выдающегося башкирского и российского музыканта, дирижера и общественного деятеля, основателя оркестра Тагира Таузяховича Камалова.
Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы вас приглашаем 12 января на полную музыку балета «Щелкунчик» сюда, в этот зал. До новых и скорых встреч! Спасибо всем, кто был с нами весь фестиваль. Всего доброго!